В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте, главные темы этого выпуска. Спортивные соревнования в республике вновь будут проводиться со зрителями. Водитель погиб в результате ДТП в Татинском районе Якутии. Вторую жизнь вещам подарили на гаражной распродаже в Нижнем Бестяхе в рамках экологического проекта. Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Президент уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. На эти выплаты из бюджета будет дополнительно выделено 455 миллиардов рублей. Владимир Путин также подписал закон об антикризисных мерах. Согласно нему, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение этого года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда. Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы страны для россиян, вынужденных прерывать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств. Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса. Среди них отмена до конца этого года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условий и порядок государственных закупок. В Якутске разрешено максимальное количество зрителей на официальных соревнованиях до 75% от общей вместимости спортивного объекта. Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорту республики Александр Бугаев. Данные ограничения не действуют на спортивные мероприятия, которые проходят на открытых сооружениях. Напомним, ранее все соревнования на территории Якутии проводились без зрителей. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мы все равно продолжаем проверять при входе у всех участников и зрителей QR-коды о том, что человек получил вакцину, либо переболел, да, ну и либо отрицательные результаты анализов методом ПЦР, либо ИХА. В республике за минувшие сутки госпитализировали 16 пациентов с коронавирусом. Выявили 425 случаев заболевания. Из них 22% в Якутске, в районах 78%. Лечение в стационарах получают 10% больных, в амбулаторных условиях 89%. За сутки от коронавируса выздоровели 533 человека. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все они зарегистрированы у невакцинированных больных. Новое здание больницы будет построено в селе Нюя Ленского района. Вот только площадь, где планируется возводить медучреждение, намного меньше прежнего. В проблеме разбиралась Анна Кожевникова. Строительство новой больницы для нюйцев – событие века. Старое здание, возведенное в середине прошлого столетия, давно стало ветхим и непригодным для нужд медицинского учреждения. Не раз его осматривали правительственные комиссии, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Нуждаемся также в санитарной машине. У нас скорой помощи нет. Наше население не подлежит, наше количество населения не подлежит, чтобы у нас была скорая помощь. То есть у нас есть только санитарная машина. И вот, наконец-то, свершилось. Строить будут. Да только вместо больницы модульную амбулаторию с отделением стационара. Взамен 306 квадратных метров, это без отдельной амбулатории, которая есть на данный момент, всего 196, где едва ли разместят койки для больных. Их предполагается 8. Это 6 суточных и 2 дневных. Из них 2 паллиативные социальные. Кабинет один всего врача общей практики, где будут приниматься и взрослые, и дети. То есть, допустим, для малышей он должен быть как-то специально оборудованный.
Вот. Почему-то в плане стоит кабинет приезжего стоматолога, хотя у нас есть свой врач-стоматолог, где должна быть специально отведенное место для обработки медицинского инструментария. Также у нас работает медицинский статистик, для него вообще никакое помещение не предусмотрено. Нету кабинета старшей медицинской сестры, нету кабинета для хранения медицинских препаратов. Также не предусмотрен кабинет для хранения картотеки. Предполагается наличие столовой, но нет помещения для кухни. А в НЮИ отсутствуют предприятия общепита, которые могли бы обеспечивать питание стационарных больных. Нюйская больница обслуживает 3 населенных пункта Нюю, Турухту и Натору. Нюйский врач бьет тревогу и обращается во все инстанции. Мы написали служебную записку все-таки Баковой. Мы поставили известность, конечно, с нашего главу поселения Молоткову. Этот вопрос нюйцы озвучили и на отчете правительства республики, который прошел в феврале. И надо отметить, что проблем в здравоохранении в Ленском районе с каждым годом все больше и больше. Они озвучиваются из года в год. Было обещано, что ситуация коренным образом исправится. Но вот на сегодня мы можем констатировать, что, в общем-то, она не исправилась. И сегодня мы сами видим, что у нас и врачей основных не хватает в Ленском районе. У нас нет лора, нет эндокринолога. У нас сейчас во время такого пика заболевания 2 терапевта работали. И сегодня практически от всех глав наших муниципалитетов поступили вопросы о медицинском обслуживании. Я надеюсь, что Ольга Валерьевна выполнит то обещание, которое было дано, это провести очередное совещание со всеми главами наших муниципалитетов как раз по вопросам ФАПов. Остается только ждать, что хотя бы уже по принятым решениям, таким как строительство больницы в НЮИ, будут внесены положительные корректировки. И в НЮИ появится новое здание, медучреждение, отвечающее потребностям селян. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Татинском районе в результате ДТП погиб водитель. Накануне около 7 часов утра на 251-м километре дороги Колыма 36-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, двигаясь по направлению со стороны села Барабул в сторону села Итыкюэль, допустил съезд дорожного полотна на правую сторону дороги. В салоне КАМАЗа также находился 34-летний пассажир. Он получил травму головы, госпитализирован в хирургическое отделение Татинской больницы. Мужчина находился в алкогольном опьянении. Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие. К другим темам. В Хандыге семья Татьяны Федоровны и Юрия Павловича Суворовых отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Со знаменательной датой в уютной домашней обстановке их поздравила мэр поселка Любовь Корнеева, вручив юбилярам памятный подарок и поздравительный адрес от имени главы республики Айсена Николаева. Удивительно, но до женитьбы Тамара Федоровна и Юрий Павлович были знакомы всего 3 дня, и вот уже 60 лет вместе. И почти столько же живут в поселке Хандыга, ставшем им второй родиной, куда приехали из села Сарана Свердловской области. За годы совместной жизни было многое, но никогда мысли о жизни врозь, только вместе. Познакомились мы, знали друг друга только 3 дня. Но вот уже столько лет мы живем вместе. Все было. И радость, и печаль. Но самое главное в нашей жизни было это доверять друг другу и терпеть. Юрий Павлович – один из первых строителей двухэтажной Хандыги. Тамара Федоровна всю жизнь проработала в торговле. Сейчас супруги очень радуются преображению поселка, в развитие которого они внесли немалый вклад. У Суворовых нет больших званий, регалий. Они никогда и не гонялись за ними. Главное их богатство – это дочь Ирина, внук Станислав, 2 красавицы-внучки Вера и Виктория. Ирина Юрьевна ради бриллиантовой свадьбы приехала поздравить родителей из города Благовещенска. Всегда были для меня примером своего уважения друг к другу, своей любви друг к другу. И всегда и меня воспитывали, чтобы я была всегда с ним, как для меня семья была главная, и моего сына, и сейчас еще и у них правнучки, чтобы они были всегда вместе, чтобы мы собирались часто вместе. Живут Суворовы тихо, скромно. В этом году Тамаре Федоровне исполнится 82 года, Юрию Павловичу 85 лет. Несмотря на преклонный возраст, они по-прежнему молоды душой и жизнелюбивы. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район.
«Мама, милая моя» – выставка детских рисунков под таким названием начала работу во Дворце детского творчества в Якутске. Она посвящена Году матери в республике и Международному женскому дню. Она продлится до конца этой недели. Ульяна Шагина подробнее. Мама окружает заботой, добротой и ведет нас по длинной дороге взросления, наставляя на верный путь. Каждый из этих рисунков и есть благодарность юных художников своим матерям. Рисунки своих мам в разной художественной технике представили учащиеся Центра художественного творчества, а также этнокультурного центра АЛГ. Это максимально творческие два центра, и ребята очень старались как раз в Году матери, представили и, конечно же, к 8 марта порадовали своих мам. Очень хочется отметить, что многие мамы на выставке, на открытии выставки узнали себя, настолько юные, талантливые художники постарались. Работы представлены в акварели, большинство тоже где-то были и фломастером нарисованы, но тем не менее это ни в коем случае не помешало отобразить маму. Преподаватели изобразительного искусства отмечают, что рисовать может научиться каждый. Главное – это желание самого ребенка. Сегодня Центр художественного творчества посещают сотни будущих художников. Обучают с 5 лет и абсолютно бесплатно. В каждом ребенке скрыт свой определенный талант, а в хороших руках он раскрывается. У кого-то рисование, у кого-то танцы, у кого-то театральное творчество. Смотря куда ребенок захочет. Изобразительное творчество у нас 3 педагога, очень опытные, очень хорошие. Вот работы их здесь представлены. Прикладное творчество у нас тоже замечательные педагоги, все высшей категории, все почти все с высшим образованием, которые много и давно работают, очень любят детей, и дети любят к ним ходить. Всего здесь представлено более 100 работ детей. Кроме того, выставка примечательна тем, что это первое очное мероприятие Дворца детства, так как во время пандемии подобные форматы проводились только в онлайн-режиме. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Первый гараж-сейл прошел в минувшие выходные в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Мероприятие проводится в рамках реализации экологического проекта «Зеленый колледж» транспортного техникума при поддержке администрации поселка и компании «Металлторг». Этот проект является одним из победителей конкурса гранта главы республики. Цель – повысить осознанное потребление и минимизировать количество вещей, отправляемых на свалку. Желающие приняли участие и подарили вторую жизнь хорошим вещам, которыми уже не пользуются. Это одежда, обувь и книги за символическую цену. Цель гаражной распродажи – это подарить новую жизнь старым вещам, да, и по символической цене их отдать в те руки, которым они будут нужнее. Этот проект реализует Ассоциация молодых преподавателей профессионального образования совместно с транспортным техникумом. На базе транспортного техникума создан ресурсный центр по экологическому воспитанию студентов СПО. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.